Всем привет, дорогие зрители! Вы сегодня опять на нашей кухне, и мы сегодня собрались на ужин приготовить рульку. В холодильнике, все смотрела, разбирала полностью там холодильник и увидела рульку. Рулька у нас уже в плане давно уже была. Мы уже хотели давно уже приготовить, но как-то все никак не удавалось. Вот, и сегодня... Так что решили, приготовим сегодня вечером рульку на ужин. Разрешу я дополню. Всем привет. Сначала я поздороваюсь тоже. У нас рулька получается на кости будем готовить. Вон такая рулька, да? На кости. Обычно рульку готовят, разрезают пополам, вынимают кость. А мы вот решили духовкой приготовить на кости. Прям на кости. Я думаю, так сочнее будет. Ну, попробуем так сделать. Угу. И... С картошкой приготовим, а потом еще картошку. А, еще картошку хочешь? Ну да, рулька. Картошку сварим и пожарим. Короче, это блюдо очень подходит праздничной атмосфере. Так под сухое винцо это будет все отлично, думаю. Да. Вот. А что Маша будет, как и там мариновать, там, как что я потихоньку буду снимать и показывать. Ну что, начнем? Начинайте, Мария Олеговна, начинайте. Так, сначала приготовим соус. Значит, этим соусом будем мы полностью покрывать нашу рульку. Значит, берем соевый соус 100 мл. Так, паприку, чайную ложку добавляем. Так, смесь перцев тоже, чайную ложку. Так, приправу для мяса, чайную ложку тоже. Так, 2 чайные ложки соли. Так, яблочный уксус, 2 столовые ложки. Добавляем горчицу. Ну, в общей сложности. Так, 3 чайные ложки горчицы получается. Так, и все это размешаем. Ну вот, такой соус получился. Для маринада. Да, для маринада. Сейчас будем надрезы делать и поставим туда чеснок. Прям в рульке он запихивает. Такие кармашки делает Маша, да? Да. Правильно я говорю или нет? Угу. Такой кармашек, и в каждый кармашек по дольку чеснока. Ложишь туда. Внутрь, да. Ну, естественно, предварительно рульку помыли все это дело. Заталкиваю. Да, напоминаю, что рулька на кости, чтобы не было там потом вопросов. Так. Почему так? Вот специально так делаем. А потом мажем нашим... Сейчас. Ого. Намажем этим соусом. И потом оставим на 2-3 часа. Пусть маринуется. Тем более у нас есть чем заняться в эти... Да, картошку почистим. Полностью это все намажем. Не жалей, чтобы было это. Надеюсь, будет очень вкусно. Да, Думаю, Сережа? Да как? Я тебе верю. Я последние 20... Сколько там уже? Я запутался. 28 лет только вкусно и ем.
Не преувеличиваешь? Нет, не скворечку. Может, Не преувеличиваешь? скворечка. Не скворечка. Мне сейчас привыкать к другим рукам, другой еде уже как бы очень трудно будет во всяком случае. Так, Вот так обильно Маша смазывает, не жалеет. да, пусть. Но желательно, конечно, чтобы гуще было бы. Вот, Но у да? нас почему-то что-то Да, мало жидковато. это. Много слишком положили этого. Соус, наверное. Соевого соуса много Да, положили. соус, наверное, И это. он жидковатый почему-то. Но все равно это же пропитается. Можно же еще через полчаса Опять еще раз добавить. смазать. Да, Да, еще раз добавить смазать. еще. Полчаса пройдет, и мы еще раз. Что вытекет, то потом обратно можно еще. Да. Так, Ну, покажи значит, много, как выглядит. Вот. Смазали все это дело. И оставляем в холодильник, я так понял. ну да, И не обязательно поставим. в холодильник, вообще в сторонку давайте. На 2 часа оставим. Пусть полежит, помаринуется. А мы сейчас потом будем готовить картошку. Да? Ну вот, картошку почистили. Ну, такая средненькая картошка, не крупная. У нас белая картошка такая, белый сорт. Вот, видите, она твердая. Хоть их храним в теплом месте. Ну, подвал у нас теплый. Ну, а Ну, потом- конечно, не такой теплый, но... Так, сейчас воду добавлю сюда. Так. И на плитку. Включаем плиту и кладем сюда. В принципе, можно пюрешку, но Пюрешку не будем делать. сегодня мы хотим... Обжарим кругляшками. Вкусно будет. И так сделаем, да. Со зеленью посыпем. Будет, надеюсь, очень вкусно. Но у нас мясо промариновалось. И мы сейчас это засунем в рукав. Наша. Для запекания, да. Да. Так, лавровый лист туда положим. И перец, горошек. Это штук 10, да? Ну, я примерно, не знаю, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, ну да, где-то 80 штук. И завяжем. Так, сделаем проколы. Ну, и в духовку. У нас на 200 градусов включена духовка, уже согрелась. Отправляем в духовку на 2,5 часа. Все. А между тем напомню, что у нас уже отварилась картошка до полуготовности. Чтобы ее кругляшками сразу обжаривать. Угу. И вот вместе дополнение с рулькой это будет и с зеленью, это будет отличный, супер вкусный ужин. Да. Сейчас картошку будем обжаривать. Вот кругляшками. Так и кладу картошку. Рулька скоро у нас будет готова.
Это пока вот так с обеих сторон обжарим. Картошка уже отваренная. Просто обжариваем уже готовую картошку с обеих сторон, чтобы разрумянилась. Ну вот, картошка уже с одной стороны румяная уже. Где-то румяная, где-то нет еще. Местами по-разному румянится. Но ничего. Очень вкусная картошка. Картошка соленая. Когда варила, тоже посолила картошку. Сейчас это все обжарим хорошенько. И потом будем выкладывать на блюдо вместе с рулькой. Ну а мы сейчас вытаскиваем нашу рульку. Прошло где-то 2,5 часа. Ближе вот так снимаю, как все разрумянилось. Сейчас будем там пробовать уже нашу рульку. Вот. Берем там этот противень со стола, положим картошку. Да, сейчас сюда картошку с зеленью вместе. И все. У нас тут зелень сегодня есть, укропчик такой, зеленый лук. Нарежем все это. Да, с картошечкой, всегда укроп с картошечкой, это очень, во-первых, красиво смотрится, а во-вторых, вкусно. Ну, Маша меня сегодня хочет угощать вот этой карамельной рулькой. Смотрите, какого карамельного цвета такая получилась. Блестит аж. Да, румяная. Думаю, вкусно очень. Итак, друзья, картошечка вот такая румяная. Сейчас тоже на тарелочку пойдет. Как хорошо. Мягкая, румяная картошечка. И мясо такое. Мне рулька понравилась, Маша. Карамельного цвета такая получилась. Да? Такой карамельный цвет. Очень Получился. приятно. Не знаю, там, ну, вроде бы должно за 2,5 часа. Вот так выглядит. Вкуснота. Угу. Ну вот и пришло время снять пробу с нашей карамельной рульки. Напомню, рулька, еще напоминаю, она на кости. Обычно готовят рульку Рульку готовят обычно без кости, кость убирают. Все приготовилось. Ну все, Мария Олеговна снимает пробу нашего мяса. Как там? Такая мягкая. Ну, 2,5 часа должны было в духовке 200 градусов сделать свое дело. Угу. Мягкая, нежная, вкусная. Соль хватает. Не, само мясо приготовилось. Угу. Угу. И это чувствуется, вот эти, что мы там мариновали вот этой там приправами всякими.
в мясо впиталось. И такой, как сказать, вкус очень приятный, нежный. Ну, нету вот, чтобы так переборщили с чем-то там, но очень вкусно. Ну и замечательно. Приятного аппетита, Мария Олеговна. Спасибо. Мясо очень нежное, кстати. Поснимаю еще само мясо. Мясо очень нежное. Мягкое получилось. Да? Угу. Хам. Чески? Угу. Ческуд. Ну и хорошо. Пушема, тавы сатмема. Ческуд. Говорит, все приготовилось и все вкусно. Это Маша Так говорит. что ужин. Очень приятный, вкусный ужин. А теперь я буду тоже приступаю. Но перед этим, друзья, мы скажем до свидания. Готовьте такую рульку. Да, это в принципе можно и мясо, не обязательно это самое рульку. Но у нас вот рульку, Маша рульку нашла после ревизии в холодильнике. Мы, конечно, давно уже собирались готовить. Ну вот и наконец-то приготовили. Ну и рулька, как видите сами, очень вид такой аппетитный даже. И все мягкое, очень вкусно. Так что советую приготовить. Красотень и вкуснотень. Да, красотень и вкуснотень. И соли хватает, и все хватает. Ладно, говорим всем до свидания. До новых видео на нашей кухне, на нашем канале, в нашей деревне, так сказать. Всем пока. Всем пока. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока. А я, друзья, буду ужинать.